Салям алейкум, добрый вечер. Впервые с 2014 года большая делегация, представляющая Республику Крым, принимала участие в Днях крымско-татарской культуры в Турции. Известные ученые, деятели культуры и искусства, люди, которые отвечают за строительство инфраструктурных объектов, презентовали ключевые достижения современного Крыма. Крым и Турция – ключевые главы развития наших взаимоотношений. Тема нашего эфира сегодня. Уважаемые телезрители, мы начинаем наш эфир традиционно с нашего сюжета, и мы очень скоро вернемся в студию. Крым и Турцию объединяет многовековая культурно-историческая связь. Волею судеб там оказалось очень много наших соотечественников. Их память и любовь к родине мотивировала оказывать помощь и содействие возвращающимся на родину крымским татарам, которые переживали все тяготы и трудности обустройства в Крыму. Появилась возможность более тесного общения и взаимодействия. Перспективы были реальными и безграничными, если бы не корыстная сущность лидеров Меджлиса, которые, во-первых, узурпировали крымско-турецкие взаимоотношения, а во-вторых, использовали их в меркантильных интересах. Чего стоит пример имущества фонда «Крым», во многом приобретенного на деньги турецких меценатов, и эпизод, связанный с совершенно бессмысленно прошедшим Всемирным конгрессом крымских татар, который, к тому же, прошел под аккомпанемент коррупционных скандалов. Уже после исторических событий 2014 года беглые украинские политики в лице Мустафы Джемилева и Рифата Чубарова всячески пытались использовать официальные власти Турции и крымско-татарскую диаспору с целью максимально навредить Республике Крым и своим же соотечественникам на полуострове. Они положили все свои дипломатические старания на то, чтобы предотвратить естественное стремление двух частей одного народа общаться друг с другом и взаимодействовать. Однако все попытки политических эмигрантов из Киева управлять крымско-турецкими отношениями окончательно провалились в декабре этого года. Впервые с 2014 года большая делегация, представляющая Республику Крым, принимала участие в Днях крымско-татарской культуры в Анкаре. Известные ученые, деятели культуры, искусства, люди, в чьих руках строительство инфраструктурных объектов, презентовали ключевые достижения современного Крыма. Турецкая сторона, наконец, сумела из первых уст узнать о реальном положении дел в республике. В одном из своих интервью на вопрос, какие механизмы давления на Россию в вопросе Крыма есть в арсенале у Турции, Чубаров сказал, что Турция будет делать ровно столько, сколько будет возможно для ее участия в содействии Украине. Это пример того, как недальновидность и стремление выдать желаемое за действительное губят репутацию политика. Россия и Турция сейчас переживают пик эффективного сотрудничества в рамках новейшей истории. Так, 3 апреля этого года в ходе совместной церемонии в Анкаре президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган дали начало строительству атомной электростанции Аккую на южном берегу Турции. АЭС сооружается по российскому проекту. Генеральный подрядчик – дочернее предприятие Росатома. А 19 ноября президенты наших стран вместе отдали команду на укладку последней секции морской части турецкого потока, 2 ветки которого обеспечат газом не только саму Турцию, но и страны Южной и Юго-Восточной Европы. Многим игрокам на большой шахматной доске было бы, конечно, выгодно видеть Россию и Турцию в конфронтации друг с другом. Однако двум настоящим лидерам, несмотря на конъюнктуру, удается выгодно сотрудничать и настраивать конструктивные взаимоотношения. Дни крымско-татарской культуры в этом году стали своего рода мостом доверия между российским Крымом и Турцией. Лимар Оджат, давайте начнем наш разговор сегодня с определения все-таки значения участия делегации от Крыма в таком большом мероприятии в Анкаре. Все-таки в первый раз с 2014 года. Ну, прежде всего стоит отметить, что мы посетили Анкару под девизом «Крым – общая земля всех крымских татар». И все крымские татары должны знать во всем мире, что у них есть родина, и доступ к этой родине абсолютно открыт. И они должны понимать, что как на родине, так и вообще везде все крымские татары близки друг к другу, родные люди. И наша задача была, в принципе, заключалась в том, чтобы мы встретились, поговорили о том о сём, чисто по-человечески улыбнулись друг другу. И, наверное, немножко утолили жажду по родной земле у тех людей, которые живут за ее пределами. Да, наши коллеги с Хаберлер подготовили сюжет о том, как проходили Дни крымско-татарской культуры в Анкаре. Давайте сейчас посмотрим, как это было, и вернемся в студию.
Легендарный ансамбль «Хайтарма» демонстрирует всю красоту культуры крымских татар. У многих слезы на глазах. На культурном мероприятии представители крымских татар рассказали о позитивных переменах в Крыму после его присоединения к России. В столицу Турции приехала крымско-татарская делегация из 40 человек. Были представлены работы фотографов, национальные костюмы и различные изделия мастеров полуострова. Кроме того, прошли фотовыставки о жизни крымских татар, презентация реставрации ханского дворца в Бахчисарае и крымско-татарской литературы. В ходе мероприятия выступил гендиректор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Вадим Артынюк. Он развеял мифы о разрушении Бахчисарайского дворца, заявив, что в последние годы в этом значимом для крымских татар объекте культурного наследия происходит масштабная реставрация. К нам приехала делегация крымских татар из Крыма. Они представляют различные сферы, рассказали об основных достижениях, о проблемах. Турция всегда вместе с Россией. Мы очень близки. Я уверен, что народ будет развиваться в составе этой страны. И мы также будем помогать крымским татарам. Представители крымско-татарской диаспоры рассказали, что видят, как развивается язык, реализовываются программы в самых различных сферах. В украинские времена не было никакой речи о развитии языка. Сейчас в России 3 государственных языка. Мы этому очень рады. Мы увидели здесь все книги, которые издаются на родном языке. Я уже перевел эти книги с кириллицы на латиницу, чтобы всем показать в Турции. Все очень рады. Бизнесмены отметили, что в Крыму действует свободная экономическая зона и есть льготы, что способствует быстрому росту среднего и малого бизнеса. Директор строительной компании Инвер Мираджиев рекомендовал турецким предпринимателям отбросить предубеждения и начать плодотворно работать на полуострове. Мы донесли сегодня до всей крымско-татарской общественности в Турции о том, что Крым живет и развивается более бурно. Сейчас очень сильно хорошо развивается и вся наша культура, образование, развивается и обустройство крымских татар. Дни крымско-татарской культуры в Турции планируется сделать ежегодными. Обсуждали возможность посетить и другие страны, где проживает крымско-татарская диаспора, чтобы доносить правду и крымскую жизнь и рассказать, как сейчас развиваются крымские татары в Крыму. Асан Абиблаев, Али Маметов, телеканал Милет, Анкара, Турция. Саида Абрикимовна, Республику Крым представляла достаточно большая делегация. Какую ключевую цель вы ставили перед собой лично? Ну да, делегация у нас была из 16 человек, каждый представлял в своей области. Это и представители были музейное дело, библиотека, образование. И медиацентр, конечно, представил ту литературу, которая сегодня издается при помощи, благодаря поддержке государства, и в частности Государственным комитетом по делам межнациональных отношений депортированных граждан Республики Крым. И медиацентр образован был в 2015 году, как раз тогда, когда медиа при переходе с одного государства в другое, были моменты, когда были определенные сложности. Надо было проходить регистрацию, надо было менять и уставы, и положения. И тогда образовался медиацентр, который взял под свое крыло и крымско-татарские редакции, такие как «Йылдыз», «Яны Дунья». Образовалась газета «Мирабак», где есть крымско-татарская страница. И мы в Турцию повезли, в Анкару, как раз-таки свои издания. И видно было, что выставка произвела, скажем, такое впечатление интересное, потому что с большим интересом рассматривали книги. Все время возле, там, где стояла выставка, было очень много народу, и они брали эти книги, интересовались, как сказал представитель, что даже уже перевел. К сожалению, наши книги, они на кириллице, а более понятен им латинский язык, но у нас была только одна книга на латинице, Поэтому... А какая общая цель стояла перед делегацией? Лимара уже подчеркнула, но в целом... Общая цель перед делегацией и вообще, я думаю, Дни культуры крымских татар показать не только, что у нас есть то, что развивается, допустим, Хайтарма, крымско-татарский театр, там Хрым, но и показать, что сегодня во всех областях крымских татар дело идет, скажем так,
спланировано, организовано, и мы развиваемся. Не просто стоим на месте, а в каждой области это и музеи, и библиотеки, как я уже подчеркнула, да, то есть вот поэтому делегация была сформирована так, что каждый в своей области показал то, что он сегодня делает и какой вклад вносит в развитие культуры крымских татар. Лимар Уджа, все-таки взаимодействия не было практически 5 лет. Что больше всего заинтересовало людей в Анкаре, участников этого форума? Какие вопросы чаще всего задавали? Ну, на самом деле вопросов было много, потому что мы, как такая цельная команда, мы говорили и о своих достижениях, и говорили о том, что у крымских татар еще есть вопросы, которые нужно решать. И со стороны диаспоры крымских татар, которые проживают в Анкаре, действительно были предложены ряд проектов, обсудили почти по каждой сфере эти проекты. Так, например, президент общества инвалидов предложил провести нам определенного рода мероприятия. А потом Фонд развития Крыма в лице заместителя предложили нам провести ряд образовательных проектов. Мы даже подумали о том, и думаем, что это как бы очень сложится позитивно для школ с русским языком обучения, в которых будет открыто наибольшее количество параллелей, где изучается крымско-татарский язык. Но мы будем таким в грантовой системе как-то технически премировать. Будем помогать с оснащением и таким образом создавать мотивацию. Кроме этого, и ансамблю Хайтарма были предложены возможности. Но мы старались максимально сближаться и поднимать те вопросы, которые касаются и людей. Так, например, крымские татары, проживающие в Турции, они и не знали о том, что, приехав в Крым, в принципе, они не попадают ни под какие санкции, что на самом деле никакая виза, печать там в Крыму не ставится, что они просто въезжают в Россию и спокойно передвигаются по территории Российской Федерации, никаких преследований у них при этом нет. Ну, честно скажу, что люди очень радовались. Я как тюрколог очень часто езжу на конференции в Турции, но я встречаюсь больше с турками. А тут было приятно встретиться именно с крымскими татарами. Они подходили к нам, не только фотографировались, они вот пытались, чтобы мы услышали их сердце, как-то к нам прижаться. Да? Очень тепло. На самом деле у них есть ностальгия. Мы привезли им запах Родины. И все танцевали, все пели, ну, старались. На самом деле было очень красиво. И я думаю, что и у них, и у нас только теплое впечатление от этой родственной встречи. Но они чувствуют близость, чувствуют жажду общения. Очень чувствуют, да. Мы даже ехали в лифте, вот и женщины крымские татарки, они так были рады, что вот мы едем вместе, что у нас есть возможность разговаривать, что у нас есть возможность танцевать вместе хоран, мы с ними танцевали. Как-то, вы знаете, они хотят выговориться. Они выговаривались, а мы все вместе, ну, и слушали, и поддерживали беседу. На самом деле очень интересно, и такие дни культуры должны проводиться. Это сближает наш народ, который рассыпан по всему миру. А какие перспективы вы определили в рамках этой встречи? Ну, мы думаем, что дни крымско-татарской культуры необходимо проводить ежегодно. Нужно расширять географию, нужно работать с диаспорой и нужно действительно показывать правду лицом, чтобы люди не получали испорченную информацию. И, что интересно, турецкие бизнесмены, они тоже заинтересовались, крымские татары, и ситуацией в Крыму, и возможностью инвестировать. Много, конечно, вопросов поднималось. Будем думать, как это реализовывать, потому что нам предстоит большой мониторинг, чтобы получить информацию. Вадим Леонидович, собственно говоря, откровенно, взаимоотношения между двумя нашими странами за даже последние несколько лет, они складывались по-разному. Сейчас наши страны демонстрируют стремление к уверенному взаимодействию и сотрудничеству в разных областях. Как вы можете оценить и как вы восприняли ту атмосферу, которая там была, и какие ключевые моменты вы для себя посчитали важным отметить? Вопрос понятен. Я отвечу так, что вопросы, связанные с оценкой отношений между странами, скорее всего, это прерогатива политиков. Вот, у меня уровень пониже гораздо, да, поэтому я, скорее всего, попытаюсь ответить на вопрос чисто житейски. Вот, то есть как бесстрастный свидетель. Вот знаете, в народе говорят, что посеешь, что и пожнешь. Вот мои коллеги говорили, как они договаривали об этом, ехала команда цельная. Я не знаю, каким образом удалось ее подобрать.
за столь непродолжительное время, но люди были, каждый член команды, это человек, который нес с собой энергетику доброжелательности, честности, искренности, добросовестности, да? Отсутствие каких-либо признаков лицемерия, чванства. То есть люди ехали с открытым сердцем и получили тот же урожай. И подтверждение моих слов, я не знаю, почему не показали, но у нас фотографии эти есть, и мы тоже снимали, естественно, сюда. Когда Хайтарма подняла весь зал в танец, вы представляете, когда была обстановка вот в зале? Поэтому я полагаю, что вот люди, скорее всего, понимают друг друга вот в плоскости культуры, обмена знаниями, вот, обмена информацией, то, что способствует развитию каждого человека и общества в целом. И вот я считаю, что эта поездка, она сама по себе очень замечательная и складывает основы на перспективу отношений между крымскими татарами, которые проживают в Крыму, крымскими татарами, которые проживают в Турции, а также гражданами Турции, потому что были не только крымские татары, была и профессура со стороны Турции и так далее. И еще один момент, который хочу отметить, что закончилось мероприятие, но не менее 4,5 часов до 5 часов продолжалось общение вот с каждым членом делегации. Это, конечно, впечатлило. Меня очень. Это как бы, я говорю, как бесстрастный свидетель, то, что вижу, о том пою. Спасибо большое. София Ханом, современное развитие крымско-татарского искусства, традиций наших, развитие нашего музейного дела вызывает особый интерес в Турции. Всегда так было, сейчас, наверное, это особенно. На какие ключевые моменты вы обратили внимание в рамках вашего выступления? Ну, во-первых, в первую очередь там были подобраны, сделаны фотовыставки, которые подготовили наши фотохудожники Шевкет Ага Сулейманов и Дилявер Мемеджанов. Выставки посвящены, одна посвящена именно достижениям нашим современным, то есть где были представлены как раз те новые наши здания, которые строятся, в первую очередь соборная мечеть, 44-я школа, мемориальный комплекс «Сюрень», о том, как празднуется Хадырлес, народный праздник. То есть коротко мы сделали своего рода такую короткую информацию, краткую в фотографиях, как развивается жизнь вот за последние эти 4 года. И, в принципе, все, кто видел эту выставку, ни один не остался равнодушным. Всем, конечно, хотелось больше узнать, больше увидеть. И даже были такие, которые вот хотели приехать и увидеть это воочию. Как же оно на самом деле вот такое удалось за такое короткое время сделать. И дальше была еще интересная фотовыставка, посвященная нашим деятелям культуры. Там были и писатели, и наши современники, и артисты. И вы знаете, вот в принципе это была фотовыставка, которая, краткая такая история в лицах. И также то же самое, это когда люди смотрели, мы им рассказывали, кто эти люди, что они сделали. Конечно, это тоже вызывало такой неподдельный интерес, мы это чувствовали. Дальше, конечно, было интересно показать достижения наших современных мастеров, которые развивают, восстанавливают, возрождают и развивают наше декоративно-прикладное искусство. Тут, конечно, вообще было очень здорово, потому что подходили люди, которые то же самое занимаются этим же видом искусства, но они это все изучали на профессиональной основе, у них есть для этого специальные вузы и средние учебные заведения. И тут произошел, конечно, очень живой обмен, тесный контакт, потому что им было интересно. Каждый в тех предметах, которые мы представили, вспоминал и видел те раритеты, которые хранились у них когда-то в семьях. И, то есть, конечно, тут тоже был очень живой такой разговор, живой интерес, и нам тоже были завязаны очень интересные контакты. Ну и дальше хотелось мне, во всяком случае, в своем сообщении донести о том, как музей наш крымско-татарский, вот молодой относительно, он был создан еще в 1992 году, но вот на сегодняшний день как он развивается, то есть какие формируются коллекции, какие фонды, и что наш музей в том числе причастен к тому, чтобы наши объекты культурного наследия сохранялись, о том, что создался благодаря нашему Министерству культуры и при помощи Духовного управления в городе Старый Крым музей истории и археологии. Это действительно очень интересная информация, которую, в принципе, многие наши коллеги турецкие с большим воодушевлением восприняли, даже потом были звонки
от наших коллег, которые просто поздравляли и очень приветствовали с таким достижением. Поэтому было что показать, это, конечно, было интересно, что мы были, есть и будем. Наверное, вот такая была миссия наша, донести эту информацию. Спасибо большое, София Ханум. Ирвин Казимович, мы живем в условиях информационной войны. Попытки манипуляции, даже попытки дезинформации, распространения лжи, они встречаются повсюду. В этой связи нам чрезвычайно важно бороться за правдивую информацию, за правдивые новости. Каких договоренностей вам удалось достичь в рамках информационной политики? Во-первых, мы договорились с одним из средств массовой информации, печатным, который работает на территории Турции, о том, что мы будем взаимодействовать. Они приедут к нам в гости, мы будем с ними сотрудничать, направлять информацию о тех событиях, которые происходят на территории полуострова, для того, чтобы они брали свою информационную повестку. Я думаю, это поможет туркам больше получать информацию именно с Крыма и получать достоверную информацию, которая будет раскрывать все моменты, все события, происходящих на полуострове. Они заинтересованы в Да, естественно. То есть вот главный редактор этого средства массовой информации, я не буду говорить какое, да, по своей инициативе приехал на мероприятие, нашел меня, встретился, и вот у нас состоялся такой приятный разговор и такая договоренность. Вот. Да. Саида Абликевна, что касается дезинформации, то наша сопредельная страна не обошла вниманием и это мероприятие, которое в Анкаре произошло. Как вы вообще расцениваете все те вбросы, которые были осуществлены? Мы уже привыкли, что не только иностранные СМИ используют крымско-татарский вопрос в качестве спекуляции, рассказывая сегодня лживую или фейковую информацию, которая вообще не соответствует действительности. В частности, данное мероприятие произвело, наверное, какой-то эффект такого, что все всполошились у нас в Украине, и куча всякой информации, прям с этого же дня, как мы поехали, и до, и все время, то есть, я уже вижу, что вот медиацентр их, и все, кто поехал, в каждый, и Проханский, и, в общем, им это интересно, но они представляют это со своей стороны. Потому что мы показали и не только, наверное, Турции, но и всем, и сегодня это будет передаваться, я думаю, в Турции тоже между диаспорами крымских татар, потому что мы показали ту действительную картину, которая сегодня есть. Что в Крыму не только сегодня развиваются, как я сказала, грубо так скажу, песни и пляски, но и все области культуры, науки, все сегодня, что касается крымских татар, оно развивается. И мы эту действительную картинку показали. Вот каждый рассказал о своей области, каждый внес ту ясность, о которой нам, может быть, и если бы не поехала бы такая делегация, то и не было бы. Поэтому я думаю, что это проведение такого мероприятия, оно позволило продемонстрировать сегодня реальную картину, видеть положительные изменения, которые произошли в социальной, культурной жизни крымских татар, и которые стали возможны только после воссоединения России с Крымом. Ирвин Казимович. Вот как раз хотел бы дополнить и сказать о том, что телеканалом был подготовлен документальный фильм о качественных изменениях, происходящих в Крыму и в жизни крымских татар за последние 4,5 года. Да, это ряд и строительства соборной мечети, и то, что достроилась школа 4 президентов, так называемая, многострадальная школа нашего народа, построен аэропорт, мост, и это является действительно теми маркерами, которые показывают результаты работы нашего правительства, результаты работы нашего народа. И все это говорит о том, что у нас есть светлое будущее. И вот этот фильм, он как раз развеивает все сомнения у наших и мифы, у наших соотечественников, у турков, которые на протяжении 4,5 года получали только одностороннюю информацию от наших недоброжелателей. Энвер Ага, собственно, строительство соборной мечети является символичным и для крымских татар, и для нашей республики в целом. Как восприняли, как оценили такое масштабное строительство в Анкаре? Во-первых, надо поблагодарить организаторов нашей поездки. Это деловой культурный центр Крыма и Фонд развития Крыма в Турции. Спасибо им сказать, что они организовали это наш выезд туда.
он уже давно, так сказать, созрел, и вот этот наш выезд, я считаю, это прорыв, большой прорыв. И там был такой фурор, можно сказать. Фурор, поэтому действительно взбудоражили всю общественность. У них вполне ясно, что у них была ложная информация о том, что делается в Крыму, потому что мы говорили с ними отдельно, правильно отметил, 4 часа и в кулуарах за сценой, как бы, и все это прояснилось. Ну, слава Богу, что так произошло, что информация эта уже до них донесена, и дальше она, соответственно, будет распространяться. Мы много говорили о строительстве соборной мечети. Кто интересовался этим, был специально издан такой альбом с внутренним убранством. Они все были шокированы, что возможно такое. Ну, возможно, такое возможно. Поэтому для них это было, конечно, приятно, очень приятно. Сегодня мы уже все вот сказали, высказались о том, что Крым развивается, мы донесли до них не только там, как развиваются крымские татары, но и что Крым сегодня является народно-хозяйственной стройкой всей России, бурно развивается, поэтому мы отдельно уже с предпринимателями и бизнесменами это обсуждали. Ну, я это могу и глубже дальше развить эту тему. А какое у них вообще было впечатление о Крыме вот за вот эти прошедшие 5 лет? Как они его себе представляли? Впечатление, ну, не то, чтобы там мы голодаем и совсем умираем, но впечатление, что нас оставили одних, без света, без воды, и, в общем-то, мы здесь выживаем, ну, чуть ли не костры жгем, знаете. Вот такое примитивное впечатление. Почему? Потому что мало информации, поэтому. А после того, когда мы им открыли глаза, показали, как Крым живет, какие мы там объемы воротим, так сказать, строим дороги, мосты, аэропорты, соборные мечети, школы, сады, крымско-татарский язык развивается, культура здесь. Они в шоке были, они были в шоке, действительно. Эльмар Уджан, ну это просто удивительно, да, когда с помощью манипуляций информационных удается создать вот такое общественное мнение среди крымско-татарской диаспоры в Турции. Просто уму непостижимо. Ну, на самом деле, хочется сказать, что мы ничего вот сверх того, что нас окружает, мы ни о чем о таком не говорили. Мы говорили о реальных вещах, которые есть в нашей жизни. Есть у нас факультеты. Есть у нас там вопросы, которые нужно решать. Есть, мы не скрывали, но мы при этом говорили, что мы не огромными какими-то шагами, которые от нас ждут, а вполне так соразмеренно мы движемся, мы ставим эти вопросы, у нас есть возможность поднимать вопросы, решать. Мы говорили о том, что, извините, построилось такое количество детских садов, которое не строилось за 30 лет. Все же знают, что была создана искусственная проблема отсутствия детских садов. Есть и мобильные детские сады. Причем, вы знаете, турецкие предприниматели, они тоже задумались над тем, а чем они могут помочь в строительстве образовательных учреждений. Даже у нас такие предложения были. Вот не построить ли вам детский сад? Ну, я не знаю, на самом деле люди, они смотрели на нас немножко, знаете, наверное, в состоянии дежавю, потому что у них была другая информация. И они не понимали, а почему мы такие спокойные. Мы же не можем наиграть это спокойствие. Но мы говорили, мы можем говорить обо всем. То есть у нас есть достижения, давайте о них говорить. Если, конечно, многие крымчане считают, что вот мы семимильными шагами не идем, и поэтому у нас нет достижений. Неправда. У нас есть достижения, мы ими гордимся. Да, чуть-чуть, да, мало. Но на самом деле, если сравнить за 30-летним периодом предыдущим, это не мало, это много. И мы стараемся, мы пытаемся. Но что было очень приятно, они чувствовали и наши старания, и вот они пытались как-то с нами вместе как бы слиться, наверное, в одну вот такую, не скажу команду, а, наверное, в одну семью. Каждый хотел что-то сказать свое. Мы действительно очень много разговаривали. Старики, они вообще плакали даже. Женщины плакали. И, честно говоря, это было вот как-то необычно. Даже мурашки так по коже бежали.
скажу, что никто не хотел уходить, вот, не только там до 4-5 часов. Я знаю, что многие люди до 10 часов ночи, они не расходились, все разговаривали, а мы оттуда, мы отсюда. Каждый делился своей историей, говорил, а я вот этим занимаюсь, может быть, я могу быть полезным, а мы очень хотим приехать в Крым, а вы нам покажете Крым, мы хотим видеть землю наших предков. И если там действительно так спокойно, мы говорим, да у нас, Аллаха шкур, у нас спокойно, то есть мы все делаем для того, чтобы было спокойно. Но, честно, очень теплые впечатления, очень хорошая команда. Шикарный концерт ансамбля «Хайтарма» вообще поразил нас, конечно, всех. Вот та была слава, которая объединяла крымских татар, когда мы были в депортации, вы знаете, очень повлияла, можно сказать, как на передовой там для тех людей, которые находятся далеко от родины. Ну и на нас тоже очень сильно повлияло. Мы были горды тем, что мы крымские татары и что у нас есть там родня, потому что они себя позиционировали именно вот так, тепло, очень тепло. Ничего агрессивного, несмотря на то, что Забугорье как бы старалось, да, ничего агрессивного мы не увидели. Даже тех людей, которые отговаривали не приходить на Дни культуры, они все равно пришли. С очень большим интересом. Да, получили такое огромное удовольствие. А там же еще было представлено ювелирные изделия. Вот ювелирный дом Дюльбер представлял. И очень красиво, и все пытались эти крымско-татарские пояса и примерить, и потрогать. Мы все разрешали трогать, смотреть. Люди с удовольствием фотографировались. Они вот, знаете, такое ощущение, что они хотели успеть за этот период, как губка, все впитать. Вот честно, было вот необычное такое ощущение, очень приятно. Да, София Ханом, можно считать, что это было новое знакомство, да, потому что вот все-таки был определенный перерыв, но сейчас все-таки, наверное, важно выстраивать еще и предметное взаимодействие. Нащупали ли вы какие-то такие реперные точки, за которые можно схватиться и развивать потом сотрудничество, взаимодействие, особенно вот в сфере искусства и культуры? Ну, конечно, в принципе, у нас уже сразу поступило предложение организовать выставку в Стамбуле в следующем году, в мае месяце. Потом у нас были предложения по поводу совместных проектов по возрождению декоративно-прикладного искусства. Люди, которые, как я уже говорила, занимаются этим профессионально, они готовы делиться своими секретами, готовы приехать сюда, готовы делиться своими навыками, и чтобы мы тоже могли развиваться и достичь самых высоких уровней. У нас сейчас, слава богу, свои мастерицы очень стараются, и вот Халиде Ханум Кипчакова, которые предоставили свои работы, они действительно совершают просто чудеса мастерства. Отдельный, конечно, респект и уважение это нашему ювелирному дому Дюльбер, Мехдибе Ислямову, который тоже в небольшом количестве, но удивил своими замечательными, шикарными серебряными поясами филигранными. Конечно, народ был в восторге, и вообще просто как вы смогли это все сделать, как вы смогли это создать, задавали очень много вопросов. Поэтому мы очень надеемся, что и выставочные, и научные контакты у нас будут продолжаться, и обязательно образовательные проекты, стажировки совместные по обучению реставрации и другой выставочной и музейной деятельности. В принципе, мы готовы, мы открыты. И я увидела, что со стороны наших соотечественников тоже есть серьезная готовность для того, чтобы действительно продолжить этот контакт. Как уже Эрвин Казимович подчеркнул, в Анкаре был презентован фильм нашей коллеги Диляры Шевкетовой. Диляра Ханум у нас сегодня в студии. Диляра Ханум, какой смысл вы закладываете в этот фильм, заложили в этот фильм? Какова сюжетная линия вашего произведения? Какие были комментарии в кулуарах после презентации? В небольшом презентационном фильме наша команда показала историю развития крымско-татарского народа за последние 4 года. Также мы вниманию зрителей представили новые инфраструктурные объекты нашей республики. Особенно аудитория оживилась, когда увидела на экранах соборную мечеть. Вот ее масштабы и красота, конечно, произвели очень большое впечатление на них. Этот фильм был подготовлен на флешках, и вручили эти флешки, всего их было 400, каждому гостю мероприятия. Всего таких было 400. Вот так один из активистов турецких успел разместить уже на своей страничке в социальной сети Фейсбука. И этот фильм уже набрал почти 20 тысяч просмотров и 500 перепостов. Вот что... Это буквально за один день, да, давайте мы подчеркнем. Это в понедельник, да, вы, по-моему, разместили? Два дня. 2 дня, да, потому что сегодня. Да. Вот, все они очень-очень радовались за нас, за изменения в нашей республике.
говорили о том, что очень мечтают посетить Крым, а теперь, после того, как они увидели все это на экранах, сказали, что их желания окрепли, и они очень-очень хотят в ближайшем будущем приехать. Вот. И именно это мы хотели показать, и я очень надеюсь, что такие мероприятия будут проводиться регулярно, и мы сможем чаще видеться с нашими соотечественниками как в Турции, так и в Крыму. Да, Саида Ханум, пожалуйста. Я бы хотела вот добавить, слушая Диляра Ханум, да, телеканал «Милет» приготовил фильм документальный, а медиацентр впервые представил не только литературу на родных языках, да, на родном языке, но и изготовил лифлеты на 3 языках, на русском, на крымско-татарском и на турецком языке, где мы прикрепили флешку. И на этой флешке было, первый это был фильм, вот, «Крым. Золотая колыбель», столетний концерт, посвященный столетию крымско-татарской газеты «Яна Дунья», который только вот прошел в ноябре, спектакль крымско-татарского театра «Аршин Малалан» и концерт ансамбля «Хайтарма». И мы, получается, не только рассказали, но еще оставили вот такой свет, потому что каждый с таким трепетом взял эту флешку в руки вместе с лифлетом. И я думаю, что они дома будут смотреть и также, может быть, размещать и слушать, потому что это и крымско-татарская речь, и кроме того, что они будут видеть, что действительно эти все изменения, потому что то, что услышал и то, что увидел своими глазами, это уже, ну, тут никакие мифы, никакие там спекуляции уже работать не будут. И плюс еще они увидят воочию крымско-татарскую элиту, да, это писателей, поэтов, которые выступали на концерте столетия Яны Дунья и говорили много там хороших слов, потому что газета вековая, ей век. Сегодня не каждый может похвастаться тем, что у его народа есть газета, которой 100 лет. Действующая газета, да, которая до сих пор выходит. И они знают, потому что мы предоставили также к своей коллекции книг, предоставили и газету Яна Дунья, и Йылдыз, и ну, даже раздавали в руки. И все, что мы привезли, мы оставили Фонду развития Крыма в Анкаре. Поэтому я думаю, вот такие, вот это то, что мы действительно сделали, эту такую рекламную продукцию, это будет иметь огромное такое позитивное в Турции. И я думаю, еще не раз об этом мы услышим. Ну, Саида Ханум еще немножко поскромничала. Было 400 флешек, а людей-то было более 500, и каждый хотел ее получить. Но вот мы не ожидали, люди не просто заполнили зал, они и стояли, и заходили, выходили по очереди. Действительно, было очень много людей, мы даже не ждали такое количество. Вот, да, Диляра Ханум я вот хочу поддержать. И самое главное, что у них был такой живой интерес. У них все, что они видели, они, и вот, как и говорили, что мы все разрешали, да, и смотреть, и примерять. Но у них был действительно живой интерес, у них действительно вот тоска по родине. И мы, несмотря на то, что вот я вернулась, да, и я еду и думаю, вот я просто люблю свою родину, я вот обожаю Крым. Я думаю, что у них, конечно, тоска по родине есть. И это большое дело. Они оценили наш перелет, они спрашивали, а сколько времени вы ехали, а мы говорили, нам не важно. Потому что у нас действительно такая была хорошая команда. Очень. И несмотря на то, что мы все-таки много перелетов сделали, команда была такая собранная, теплая. И мы говорили, если мы сделали это, вы тоже это сможете повторить. И на самом деле многие говорили, Аллам, Крым же рядом. И это вот, наверное, было самое главное, потому что мы же показали, что мы рядом, мы можем приехать. А вот этот интерес, он прослеживается у старшего поколения преимущественно, или все-таки молодое поколение, оно перенимает вот этот патриотизм, жажду, любовь к родине? Там были представители молодежи и среднее поколение, и старшие были те, у которых родители непосредственно родились в Крыму. Они так были рады слышать вот крымско-татарскую речь, а мы от нашей делегации, вот мы так договорились, что у нас наш координатор выступает на русском языке, был предоставлен синхрон, то есть все могли пользоваться синхроном, переводом на турецкий язык, и мы подумали, что, наверное, будет очень хорошо, если они услышат крымско-татарскую речь, и люди аплодировали, им нравилась родная речь, они ее вспоминали, даже подходили и говорили, вот такие слова мы знаем, вот такие песни. Тепло очень. Крымско-татарски? Вы знаете, многие говорят, они говорят, старшее что поколение. Да, старшее поколение говорит, мы выросли, знаете, на улице мы играли там на турецком, вот как у нас на русском, да,
говорит, а дома мы говорили по-крымско-татарски. И вот как-то у них бытовой язык сохранился, и они пытаются своим деткам все-таки этот бытовой язык передать, что очень радует. Как бы раньше я не знала об этом, мне как лингвисту было интересно, что вот языковая среда они пытаются сохранить. Им сложно, конечно, потому что рядом тюркский язык сильный. Но они пытаются сохранить. Вот какие-то четверостишья говорили, какие-то пытаются песни напеть. Спрашивают, а вы вот это знаете, а вот у нас это есть, а у вас вот такое есть. Но честно, на самом деле очень приятно. Мы знаете, мы были не просто в Турции, а мы были вот в очень таком гостеприимном месте, где собрались все крымские татары. Ну, такое ощущение, что мы из комнаты в комнату перешли. Да, и они рассказывали, в каком городе там у них родственник, кто-то там родился, в какой деревне, а что это значит. И они хотели узнать и у нас, не просто так, чтобы с нами поделиться. То есть их интересовал вот этот обмен, чтобы почувствовать, что вот, и даже некоторые говорили, да, вот я тоже с этой деревни, ну, чтобы показать, что я ближе родственник. Рядом, да, какой, ну, на самом деле очень тепло. Да, и еще вот как бы такой посыл у нас был своего рода, да, мы взяли на себя эту миссию, вот как для евреев земля обетованная — это Израиль, так и для крымских татар, мы считаем, это вот как раз-таки Крым, где бы они ни жили, в Америке или в Турции. И на самом деле вот вместе с тем, что они рады были нас видеть, и вот чувствовал, что они, ну, как бы завидуют, что ли, нам, что мы вот живем в Крыму, и мы действительно с гордостью это им доносили. И они видели, что мы достигли определенных высот, определенных достижений, имеем свои какие-то успехи. И, конечно же, им тоже хотелось поближе узнать нас, поближе к нам прикоснуться и тоже принять в этом участие, посильную помощь оказать, что называется. Ну, посмотрим, время покажет. Мы надеемся, что действительно произвело впечатление, своего рода такой фурор, культурную революцию. Надеемся, что это, конечно, еще раз разбудит в их сердцах все эти вот нотки любви к своей родине исторической, и они будут с нами общаться еще теснее. У нас в студии Зинифия Ханум-Аблаева. Зинифия Ханум, как вы можете оценить результативность вашего участия в Днях крымско-татарской культуры в Анкаре? Вы знаете, когда мы презентовали и показали свои достижения, которые были достигнуты на протяжении вот уже 4 лет. И не на словах, а на деле мы это сделали. Мы увидели радость в их глазах. И на самом деле эта поездка была результативной. И основной посыл, который мы хотели донести, и акцентировали внимание на том, что именно крымские татары, проживающие в Крыму, могут говорить о том, о жизни крымских татар, об их проблемах, о развитии, об их достижениях, да? И никто, кроме нас, этого не имеет права делать, потому что сегодня мы живем в Крыму у себя на родине, и мы сегодня слышим о проблемах, мы сегодня видим наши достижения, да? Наше развитие, все, что строится, развивается. И поэтому мы акцентировали именно на этом свое внимание и внимание всех участников этой конференции, скажем, собрания, и сказали о том, что никто, кроме нас, не имеет права этого делать. И как сегодня, к сожалению, они были приятно, точнее, мы рады, что они приятно были удивлены, и, к сожалению, они на протяжении вот уже 4-5 лет, да, получали недостоверную информацию, как оказалось. И вот это их приятное удивление, когда они увидели фильм, презентацию книг, музейные экспонаты, и они увидели, что крымско-татарский народ, он не стоит на месте, что он развивается, и причем развивается настолько хорошо, и это развитие мы смогли показать на деле, и за 4 года мы достигли таких результатов, которых мы не могли достигнуть на протяжении 20 лет, находясь у себя на родине. И знаете, я опять-таки повторюсь, что именно мы имели право там в Турции, и, наверное, и говорить не только в Турции сегодня, и будет возможность говорить везде, где проживает крымско-татарская диаспора, говорить от лица народа, о наших проблемах, о наших успехах, достижениях, а не те крымские татары, которые покинули родину по тем или иным причинам, а некоторые даже сбежали, да, из Крыма, оставив свой народ здесь, и они не имеют такого права говорить о наших проблемах и обо всем, что здесь происходит в Крыму. Поэтому вот это был основной посыл, на который мы акцентировали внимание всех, кто там присутствовал. И мы рады, что поездка эта, она увенчалась успехом. И мы рады, что эти люди, они
душевно успокоились. Потому что мы видели, что они переживали за нас. И это нас радовало, и мы рады, что мы смогли их успокоить, и что мы теперь сможем увидеться не только в Турции с ними, а мы уверены, что они смогут приехать в Крым, и они хотят сюда приехать, и это очень радует. Спасибо вам, Зенифия Ханум. Гульнара Ханум Ягьяева, директор Республиканской Крымско-татарской библиотеки имени Гаспринского. Гульнара Ханум, какие ключевые выкладки вы озвучили в рамках своего выступления в Анкаре? Вы знаете, когда мы перешли из Украины в Россию, было очень много разговоров по поводу нашей библиотеки. Мне очень много звонили из той же Турции, спрашивали, действительно ли ликвидируют, закрывают библиотеку. Мы им объясняли, нет, конечно же, никто нас никогда не ликвидирует, никто нас никогда не закроет. И вот там в Турции при выступлении я, как могла, я подчеркивала, рассказывала, что мы как работали, так и работаем, библиотека развивается, мы пополняем свои фонды. Попросила соотечественников в Турции помочь в пополнении наших фондов. И хотелось бы сказать, что перед этим мероприятием ко мне подходили наши крымские татары. Мне были вручены книги, которые вот сегодня уже пополнят фонд нашей библиотеки. Уважаемый Универсель, мы с ним договорились, что мы будем присылать им список необходимой литературы, которую бы мы хотели получать из Турции. Он пообещал, что действительно будет присылать, находить ту литературу, которая нам сегодня необходима, не только для наших читателей. Вот так будет пополнять наш фонд. Да, это такое предметное уже взаимодействие. Зенифия, да. Пожалуйста, дополнение ваше. Да, я бы хотела дополнить еще один момент. Я вот в своем выступлении еще отметила то, что, будучи руководителем, начальником отдела организации религиозных мероприятий в Духовном управлении мусульман Крыма, вот на протяжении уже 4 лет мы имели возможность в Крыму, мусульмане Крыма, крымские татары, проводить наши религиозные праздники на государственном уровне, на уровне республики, и местные власти, администрация, она всячески нам помогает, содействует в этом, и сегодня крымские татары, они отмечают свои религиозные праздники на уровне, да, на государственном уровне, и эти дни считаются у нас выходными днями, чего не было ранее. И вот это тоже их очень сильно поразило, и это наша гордость, это наше достижение, на самом деле. Спасибо. Эрнест Бей Мирасанов, солист ансамбля «Хайтарман». Эрнест Бей, ничто так не объединяет, как язык искусства, тем более, когда речь идет о диаспоре крымских татар в Турции. Почувствовали ли вы сближение и понимание там, в Анкаре? Ну, сближение, естественно, было, а то тепло, та атмосфера, которая была в этом зале, как нас принимали, я не знаю. Меня это очень сильно поразило, наверное, не только меня, а весь наш ансамбль, который участвовал в этой поездке. И когда особенно поднимались наши флаги в зале, это было просто непередаваемо. И действительно, как сказала Лимара Ханум, это была мелкая дрожь по коже, и даже тут слов просто нету. Наверное, моих слов будет мало. Если был бы здесь весь ансамбль Хайтарма, я думаю, что все бы передали то чувство. И, наверное, этих слов тоже было бы мало. Ну и, конечно же, спасибо огромное Министерству культуры за то, что они нас отправили туда, за то, что они поддержали нас, и за то, что они спонсировали нашу поездку в Турцию. Огромное спасибо. Ну и особенно Анкаре за тот прием, который был там. У нас еще один представитель творческого крыла делегации, Руслан Бей, Черчир. Руслан Бей, как вы почувствовали понимание и такое взаимодействие с публикой в Турции? Ну, действительно, я хотел бы отметить, что прием был очень теплый, всем было радостно, и мы тоже, вот как музыканты, как артисты, как наша Хайтарма, я бы хотел отметить высокое выступление наших вокалистов, нашей танцевальной группы, и также наших мелодий. Люди аж, вот как Лимара Ханум сказала, они плакали, вот слышав наши песни, нашу музыку. И действительно очень было приятно. Очень хорошие впечатления у меня остались. Ну, они, конечно, скромничают, кричали «Браво! Машалла!», а как аплодировали. Во время музыки. Это, конечно, было... Да, это было... Руслан Черчир не сказал, конечно, про себя, потому что так как он сыграл на дудуке, так все встали там,
овации были, знаете, как Небольшая на бис. интрига для наших телезрителей. Да, Дождитесь Эрнест пел, конца Руслан нашего эфира, играл, это и вас было. ждет небольшой музыкальный сюрприз. Энвер Бей, некоторые, вот мы уже говорили об этом, некоторые средства массовой информации очень упорно создают миф о том, что в Крыму вообще невозможно развитию бизнеса, нет никаких условий, Крым живет в условиях санкций, и жизнь буквально замерла. Как вы парируете подобного рода выпады? Ну, такие вопросы были, когда мы после встречи, после концерта вышли в фойе и 4 часа буквально говорили с ними именно как раз по этой теме в основном. Ну, я их не то что переубедил, они все схватились за меня, так сказать, все дали визитки, все, уже готовы лететь и ехать работать. Почему? Потому что, да, сегодня тот, кто хочет работать в Крыму, тот работает. Я на собственном примере показал паспорт. Вот видите, у меня визы за границей, туда-сюда летаю по работе. К нам приезжает, в том числе у меня есть и партнер из Турции, мы сейчас совместный проект осуществляем по строительству там холодильника и садов. И абсолютно ничего не мешает. Мало того, я им сказал, что у нас создана свободная экономическая зона. По инвестпроектам сегодня можно иметь огромные здесь преференции по налогам и по многим вещам. Предприниматели, бизнесмены знают об этом. В том числе в этом поле и мы работаем. В общем-то, я надеюсь и думаю, что в ближайшем будущем они здесь будут. Потому что то, что они услышали и увидели, их это очень заинтересовало, поэтому они с бизнесом готовы сюда прийти. И вот эти санкции, ну, скажем так, они есть, но эти санкции больше касаются мощных, скажем, трансатлантических сетевиков. Вот для них – да. А те предприниматели, скажем, нашего уровня и бизнесмены, они этим не обременены, они свободно могут сюда приезжать и вести бизнес. Это я им разъяснил. Какие отрасли их больше всего интересуют? Мы с ними говорили о строительстве, говорили об отелях, говорили о сельском хозяйстве много, потому что сегодня в Крыму тоже непаханное поле сельское хозяйство. Это их интересует, у них есть технологии, в том числе немецкие, голландские. И вот эти технологии они готовы сюда привозить и вместе с нами реализовывать эти проекты. Да, спасибо большое. Вадим Леонидович, все мы знаем, сколько дезинформации вбрасывается в информационное пространство в связи с реставрационными работами, которые ведутся на территории Ханского дворца. С помощью каких аргументов вы парируете вот подобного рода информационные вбросы в средствах массовой информации? Ну, несколько тезисов. Я могу сказать очень коротко, и все поймут. Стрела тогда лишь бьет высоко, когда здорова тетива. Вот. Мы еще ни одной здоровой тетивы не встретили на своем пути. Вот. И те стрелы, которые пытаются пускать со своих луков, да, с нездоровой тетивой, они опускаются под ноги вот, этим людям. Поэтому в этой ситуации главным нашим оружием является открытость. Да? Вот. Этой же позиции придерживается глава Республики Крым Аксенов Сергей Валерьевич. Этой же позиции придерживается министр культуры Новосельская Ирина Владимировна. Да? Этой же позиции придерживаемся администрация заповедника. И мы поэтому пригласили на этой встрече, сказали им «Хош келтин из Крыма». Да? Вот, для того, чтобы люди своими глазами увидели, что происходит в Ханском дворце, да, и что и любые замечания, дополнения, рекомендации мы абсолютно правильно на них отреагируем, потому что добросовестность в беседах, в разговорах, в дискуссиях для нас самое главное. Вот, поэтому открытость, создание продукта готового, а не просто слова. Вот это наше оружие, которое сметет любые мифы о том, что происходит, например, в Ханском дворце. А до них там добрались уже эти мифы? Вы это чувствуете? Я думаю, что да, потому что в Анкаре, вы знаете, тоже проходили мероприятия, которые были направлены не в пользу Крыма, не в пользу той реставрации, которая происходит в Ханском дворце. Вот. Но надо понимать, что Ханский дворец для крымских татар – это святая святых. И не зря президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин у нас был 40 минут. Я вот всегда говорю, что мы как в фильме «Золушка» считали знаки внимания. Да? Там 8 минут в том музее, 9 минут в том Ханском дворце, 40, представляете? Да? И вот с этого момента пошли деньги и на благоустройство старого города, и на
противоаварийные и реставрационные работы Ханского дворца. Это первый денежный транш, 148 миллионов на 2 объекта, только противоаварийные работы и реставрационные кровли Большой Ханской мечети. И в этом году, в начале года, защищено технико-экономическое обоснование на сумму более 1 600 000 000 на все 16 объектов Ханского дворца. Вот вам, вот это дела. Да? Ну, Вадим Бей еще несколько скромничает. Он действительно был убедителен для турков, для крымских татар в Турции, потому что он говорил с ними на крымско-татарском языке. И к нему обращались Вадим Бей, Вадим Эфенди, и он ему говорил все, что мог. И это было, знаете, очень приятно. И для нас открытие, а для них тем более. В каком историческом контексте вы выучили крымско-татарский язык, если не секрет? Я не выучил. Это слишком было бы здорово, если бы это было так, да. Какие-то элементарные знания. Мен крым татар телене бегенем. Вот, но мы организовывали курс еще в 2012 году по моей инициативе изучения крымско-татарского языка в Ханском дворце. Потому что я тогда был замом и полагал, что наши экскурсоводы, вот, поскольку там и русские, и татары, должны знать крымско-татарский язык, поскольку описать то или иное явление историческое или описать тот или иной предмет, который относится к крымско-татарской культуре, нужно владеть языком, потому что нужно раскрывать глубину то ли явления, то ли какого-то культурного предмета, да, то, что сохранилось. Без знания языка невозможно передать всю полноту, да, вот этих событий, явлений, или созданного предмета в процессе развития культуры, становления культуры. Вот поэтому у нас год шло преподавание, я думаю, некоторые подтянулись, кто-то занимался самостоятельно. Вот, собственно говоря, вот оттуда какие-то элементарные знания появились. Вот. И на уровне как бы обывательском, да, когда обращаюсь к человеку на крымско-татарском языке, особенно я это использую, когда прихожу на рынок. Я тогда меньше плачу. Получаете скидку, да? Да, и получаю скидки, да. Слуг за 5, слуган за 2. Какую-то пословицу даже как-то Вадим Бей сказал. Но на самом деле, как бы, я считаю, что я чувствовал себя дискомфортно. Вот я признался в этом буквально перед этим мероприятием, о том, что нужно знать родной язык. Безусловно, всем крымско-татарам. Мне приятно, когда старики говорят на крымско-татарском языке, да, когда они учат своих внуков или внучек, да, и когда они на русском языке не говорят, но мы прекрасно понимаем, что дети знают русский язык прекрасно, да, и крымско-татарский язык. Это очень важно, потому что это и есть культура, это и сохранение культуры, это сохранение традиции, это сохранение преемственности. Это очень важно для любого народа, абсолютно. Безусловно, такое мое мнение. Национальный код, он зашит в языке. Совершенно верно, да. И это только развивает и упрочивает отношения между людьми, между народами, между нациями. Это однозначно. София Ханум, помимо фильма, который был подготовлен телеканалом «Милет», был презентован также фильм «Исмаил и его люди». Как восприняли этот фильм и, собственно, как эта личность воспринимается в Анкаре диаспорой крымских татар? Ну, личность Исмаила Гаспринского, конечно, это очень почитаемый человек, как Улус-Мамас. Ему всегда отдавали должное. Конечно, трудно переоценить вообще его значение в истории нашего народа, в культуре и в образовании, в просвещении. Конечно же, и турецкая диаспора, все абсолютно знают, кто такой Исмаил Гаспринский. Фильм, который был там презентован, он тоже вызвал большой интерес. Но, правда, он был показан там в сокращенном таком, к сожалению, да, формате. Но, тем не менее, конечно же, та параллель, которую попытался провести автор этого фильма, да, он все-таки была очень интересная. И, конечно, тоже задавали очень много вопросов. Там после его просмотра его очень коротко постарался презентовать и автор. И, конечно же, потом в кулуарах тоже возникали вопросы. Было очень интересно. И почему именно такая подача? Вот и мы тоже общались с автором, и многие наши соотечественники турецкие задавали вопросы. Я думаю, что это им было, конечно, очень полезно. И вот та информация, которую пытался донести наш коллега уважаемый, конечно, она была тоже для них не безразлична, что крымских татар в России воспринимают как свой народ, к ним относятся то есть на равных правах и хотят тоже, чтобы он развивался. Вот, как бы стоит отметить, что автор русский человек, да, Евгений Кожакин, да, и он, вы знаете, он проректор МГИМО по научной работе, вот, и он с гордостью сказал, что он для себя не просто выбрал предмет
вот такого освещения. Ему очень приятно это делать, он чувствует и перспективу. И на самом деле хочет, чтобы наибольший круг людей увидел этот фильм, потому что это не просто достижение крымско-татарского народа, это вообще мировая ценность, и люди должны это знать и этим гордиться. У него есть ряд интересных документальных фильмов, и он действительно интересуется вот такими национальными особенностями, но он говорит, что он не случайно выбрал Гаспринского, это из наших бесед с ним, и на самом деле пытается поймать вот эту широту души, понять глубину его идей. Очень интересно транслировал, что было очень приятно. Я думаю, что в Крыму стоит этот документальный фильм показать широкой массе людей. На самом деле это сблизит и народы Крыма. Фильм, он на русском языке, но сопровождался турецкими титрами, и поэтому всем он был доступен. Другой взгляд, иной, не тот, к которому мы привыкли. Да. А можно дополнить? Да, конечно. Дело в том, что вот акцент нужно обязательно это сделать, как бы говорили и не договорили, что и режиссер фильма, да, и главные герои фильма присутствовали в зале. И был удвоен эффект от показа фрагмента этого фильма, когда стали главные герои. И вот наша руководитель музея Исмаилбека Гаспринского, да, Эльмира Ханум, Абибулаева. она, да, попроще, да, все ее знают. Ее глаза в этом фильме и ее слова о том, что она оптимист, и у нас все будет замечательно, вызвало бурный эффект. И тут она встает, представляете? Вот так, вкратце. Здорово. Эрвин Бей, в рамках вашего визита в Анкару вы вели переговоры с дернеками. Насколько они заинтересованы в сотрудничестве и каких договоренностей удалось достичь? Ну, мы были у них в гостях на чашечке кофе, пообщались, то есть мы видим, что они нуждаются в общении с нами, они хотят общаться со своей родиной, иметь связь. Вот даже некоторые нам говорили по Ханскому дворцу, что были выбросы о том, что его разрушают, и только после того, как они посмотрели телеканал «Милет», посмотрели на сюжеты на крымско-татарском языке, они увидели, что нет никакого разрушения, а идет плановая реконструкция по сохранению Ханского дворца. И они нас очень благодарили за эту работу, за то, что мы вот являемся той нитью, которая связывает их с родиной. Также мы им дали информацию, как найти нас на спутнике, так как телеканал «Милет» вещает не только в аналоговом и цифровом вещании, но также в спутниковом формате, да, и охватывает в том числе и Турцию. И мы рассказали, как они могут нас найти на спутнике, как они могут нас найти в сети интернет и максимально получать информацию именно с родины, правдивую информацию о всех событиях. Ну, мы ждем их в гости, и они надеются, что мы тоже также приедем к ним в гости. Да, к сожалению, ложь всегда бежит быстрее правды, да, поэтому здесь информационная политика должна быть очень уверенной и очень мощно направленной. Да, сила скажем в нас, так. потому что мы говорим правду, мы вещаем на своей родине, и именно эти факторы играют в нашу пользу. Время все расставит на свои места. Да, безусловно, но мы уже видим изменения за эти 5 лет, безусловно. Лимар Уджа, организаторами Дней крымско-татарской культуры в Анкаре были деловой и культурный центр Республики Крым и с турецкой стороны Фонд развития Крыма. Насколько подобные организации важны и эффективны в деле реализации народной дипломатии? На самом деле очень важны, потому что и люди открыты друг другу, и они получают достоверную информацию с первых рук. И деловой культурный центр «Крым», он на самом деле реализует очень много подобных проектов. За последние 4 года они посетили много стран, чтобы показать реальную ситуацию в Крыму. И мы очень благодарны Универселю, который проделал действительно большой путь народной дипломатии. Он приложил очень много усилий, чтобы это мероприятие стало возможным. И на самом деле это важно еще и тем, что, понимаете, люди, все люди чувствуют, где обман, где ложь, а где правда, да? И здесь важно проложить дорожку. На самом деле же мы все одна семья, мы все родные люди, и мы готовы общаться, они готовы к нам ехать. Самое главное было сделать вот первый шаг. И на самом деле они заинтересованы в том, чтобы эти мероприятия продолжались. Мы знаем, и ансамбль «Хайтарма» получил предложение, и
Наши вот виртуозы-музыканты получили предложение, мы сказали, из Крыма никого не отдаем, только так разрешаем приехать к вам с концертом и обратно. Вот. Ни в коем случае из Крыма никого не отдаем, только всех принимаем. Говорим, если вы хотите, возвращайтесь к нам тоже, мы готовы принять, мы готовы ваших детей обучить и крымско-татарскому языку. И естественно, что турецкоязычные дети мы готовы и русскому языку обучить. Даже возникал вопрос о том, чтобы организовать лагеря по обучению русскому языку, крымско-татарской культуре совместно с Крымским федеральным университетом. Это было предложение из Москвы. На самом деле, знаете, стоит сказать, что нам делить-то нечего. У нас одна культура общая. И самое главное, что мы приехали действительно как народ. Мы приехали показать то, что у нас есть, обменяться душой, вот какими-то ощущениями. Я думаю, у нас все получилось, потому что расставаться никто не хотел. И были овации, принимали нас очень тепло. Все хотели знать больше, очень полезно, поэтому я думаю, что то сотрудничество, которое предлагает и Универсель, и Ярослав Александрович, директор культурного центра «Крым», мы думаем, что оно будет продолжаться. И вот наш координатор Эндир Агай Мираджиев, он действительно со всеми встречался, разговаривали. Знаете, были очень убедительные доводы. На самом деле все это важно. Важно делать первый шаг, а потом дорога откроется. Да, кстати говоря, Энвер Ага, вот правильно ли Мара уже обозначила по поводу значения личности вообще Универселя в выстраивании взаимоотношений между Республикой Крым и Турцией? Была ли у вас возможность поговорить с ним обстоятельно и выстроить стратегию взаимодействия? Ну, давайте скажем, что Универсель — это основатель и глава Фонда развития Крыма в Турции. Была возможность. Мы 2 дня, в общем-то, всегда были вместе с ним рядом. И в течение этих 2 дней очень много друг другу нам удалось, так сказать, высказать, выслушаться и наметить дальнейшие наши шаги, чтобы развивать, чтобы наши страны сблизились, наши народы еще были ближе. Каждый из нас желал, чтобы открыли маршрут Симферополь-Стамбул, как это было бы приятно всем за 45 минут долететь до Стамбула, и, в общем-то, все бы это лучше. Все это будет. Все это будет, да, все это будет, и все это готовится. Но я хочу еще, знаете, о чем сказать? Вот говорил с многими предпринимателями, бизнесменами, все, и с людьми, у них появилась уверенность после того, как мы представили весь Крым, крымско-татарский народ, как мы развиваемся бурно, и появилась уверенность, что вот мы подарили им знаки, серебряные монеты, они выполнены государственным госзнаком. Не просто, это госзнак. Выпустил монеты, не просто там ценность, а в чем ценность-то? Это монеты наших Джума-Джами, ханская мечеть тоже, узбек мечеть в Старом Крыму, Кебель-Джами, Занджарлы медресе, соборную мечеть имени Челеби-Джейхана тоже Намана там подарили. В общем-то, они все удивились, что это государство выпускает под государственным знаком. Они увидели, что большая соборная мечеть строится под патронатом президента страны. Увидели, что курирует глава республики. Наш куратор, депутат Государственной Думы Бальбек Руслан Исмаилович тоже постоянно держит на пульсе этот объект. Поэтому и в них уверенность появляется, что да, государство в лице руководителей обратило внимание на все чаяния крымско-татарского народа здесь, в Крыму. И очень много там, я по мелочам уж не говорю, куда вкладываются деньги на развитие, это Ленур Бей мог бы об этом отдельно доложить. Но все это придает перспективу дальнейшего развития. Поэтому ожидайте вояж от них сюда. Вот в ближайшем будущем, увидите. Ну, их очень шокировало то, что будущая соборная мечеть будет вмещать 10 тысяч человек. Они говорили, разве такое возможно? Разве в Крыму есть такое количество мусульман? Мы же говорим, мы мусульмане, крымские татары. И крымские татары ходят на джума намаз, это как бы нормально, говорят. А разве там вас за это не наказывают? Они были удивлены, что у нас
столько 300 мечетей, боже мой, так много. Мы Панкаре столько не видели там. А в Крыму, говорят, молодцы, молодцы. Они были удивлены этому. Да, просто информационная пропасть, Саида Абликимовна. Насколько вы оцениваете вообще перспективы взаимодействия? Насколько они масштабны? И для нас, для нашей делегации в Анкаре было чрезвычайно важно показать жизнь и деятельность нашего крымско-татарского театра. Как вам это удалось и как восприняли факты, которые касаются жизни крымско-татарского театра? Ну, как я уже сказала, крымско-татарский театр мы представили на том носителе, который каждый присутствующий получил в подарок. И они увидят, что не только из уст выступающих, которые рассказали каждый в своей области, но и ту культурную частичку, то наследие, которое сегодня у нас бережно сохраняется в Крыму. Это и телеканал «Милет», это ансамбль «Хайтармай», концерт. Это спектакль, один из спектаклей, который на крымско-татарском народном языке, Аршин Малалан, который будет понятен им. И даже, я думаю, слушая который, они могут и вспомнить, и изучать язык. Поэтому вообще масштабность этого форума, это просто трудно сегодня, вот на данный момент, оценить, потому что будут, наверное, какие-то отголоски очень, потому что должно какое-то время пройти, должно эмоции когда угаснут, и тогда, наверное, будет вот итог, он будет виден. То есть это далеко шагающее мероприятие, которое оставило такие свои плоды. А какие перспективы вы выстраиваете? Это будет ежегодное мероприятие? Как планируется действие этого форума в дальнейшем? Как уже было сказано, мероприятие организовано государственным автономным учреждением «Деловой и культурный центр Республики Крым» при содействии Фонда развития города Анкара, то есть Турецкая Республика, и поддержку в проведении мероприятия оказал Государственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым. Думаете, Министерство культуры, думается, что данное мероприятие будет иметь жизнь. Сейчас идут уже переговоры, вот как и вот Ирина Казимович говорит, то есть будет продолжение обязательно, но пока это будет небольшая тайна. Да, иншаллах, продолжение будет. Я вот что хотел бы добавить, что вот все, что перечислено, все, что находится на носителе, находилось и было передано нашим соотечественникам в Турции, это все снял телеканал «Милет», то есть это вся работа по съемке, монтажу была проведена нами, и сегодня телеканал именно является таким накопителем крымско-татарской культуры, потому что все до этого, до 2015 года, вся эта многолетняя история, все, что снималось до этого, это все потеряно, к сожалению. И вот приходится начинать с чистого листа. Наш республиканский телеканал крымско-татарский является вот накопителем вот этой всей информации, которую вот в нужный момент, да, всегда можно поднять какую-то историю, съемку и показать, и рассказать нам. И надеюсь, там, через много лет именно наши съемки будут как золотой фонд нашего народа. София Ханум, так сложилось, что эта поездка произошла в конце года, и она стала своего рода такой отчетной. Вы презентовали деятельность каждой из своих структур. И сегодня наш эфир тоже завершает, можно сказать, этот год, 18-й. Какие ключевые достижения музея вы можете обозначить вот на данный момент? То, что касается музея, конечно же, у нас сейчас как раз отчетный период начинается, все мы подводим итоги, по идее. То есть музей, конечно, как всегда в этом году сделал большое количество выставок и предоставил свои услуги очень большому количеству наших посетителей, тех, которых смог принять наш музей в стенах своего скромного здания. Конечно, очень интересный факт, что у нас сейчас уже коллекция растет не по дням, а по часам, и формируется такой очень серьезный, солидный фонд. Очень важный момент, надо подчеркнуть, что у нас состоялся на серьезном уровне, на очень хорошем, высоком уровне такой совместный межмузейный выставочный проект с Российским этнографическим музеем. Это по вышивке? Это вышивка, да, историческая фотография крымских татар из конца 18-го, начала 20 века из фондов Российского этнографического музея. Это было своего рода тоже такая маленькая революция, культурный взрыв, потому что все абсолютно говорили, знали об этой коллекции, но, к сожалению, мало кто ее видел. Нам, к счастью, удалось приоткрыть немножко этот занавес и действительно удивить
при том, что и у нас есть Бахчисарай, у нас есть Бахчисарайский музей, у нас есть наши коллекции, есть Ялтинская коллекция, но Российского этнографического музея, она все-таки особенная, очень интересная, уникальная на самом деле. И, конечно же, одно из самых серьезных достижений, я считаю, в этом году надо подчеркнуть, это благодаря нашему Министерству культуры, еще раз, вот, огромную роль в этом сыграл наш министр Арина Вадимовна Новосельская, был создан музей истории и археологии в городе Старый Крым. И, конечно же, большое спасибо нашему духовному управлению мусульман Крыма, которые очень поддержали серьезно нас в этом вопросе. И мы очень надеемся, что тот уникальный пласт средневековой истории, средневековой археологии нашего Крыма со временем будет, соответственно, изучен, обработан и достойно представлен на уровне всех наших замечательных и очень, я считаю, самых уникальных музеев вообще на самом деле, потому что Крым — это как маленький вот кусочек мира, да, где тут можно показать вот на таком маленьком отрезке, промежутке практически совершенно разные Азию, да, Восток, Запад, и вот такое переплетение, смешение, такой уникальный вот момент. Действительно, Крым — это перекресток культур. Я надеюсь, что если нам удастся, и надеюсь, удастся сделать в следующем году выставку «Старый Крым», город Старый Крым на перекрестке Великого Шелкового пути, это будет тоже своего рода такая культурная революция, которая приоткроет и на самом деле подчеркнет еще раз важность нашего маленького полуострова вот в таком международном тогда, да, торговом пути, международном торговом транше, который проходил именно через наш Крым. То есть мы хотим, чтобы всеми нашими выставками, узнавая через них свою историю, свою культуру, наш народ, ну, еще раз гордился своим народом, своей историей, своей культурой, родиной. Своей родиной. Да, конечно, и хотим делиться со всеми нашими и соотечественниками, и гражданами. Поэтому еще, надеюсь, будут интересные, очень уникальные выставочные проекты. Тоже не хочу пока приоткрывать все секреты. Вот. И, конечно же, подводя итоги, очень надеемся, что все-таки музей наконец обретет свое здание и сможет все свои вот самые уникальные, все, что он собрал, сформировал, показать, выставить и удивить. Я уверена, что мы удивим, потому что есть шикарная ювелирная коллекция, которая недавно вот так неожиданно, но очень интересно пополнил еще вот наш уважаемый Мехдибей Ислямов, подарив по итогам этого культурного форума великолепное произведение, серебряный пояс, выполненный в технике филигрань, в старинных наших традициях. Да, жаль, что Мехдибей сегодня с нами не был, он по уважительным причинам сегодня отсутствовал, неоднократно его вспомнили, тем не менее. Спасибо ему. Да, спасибо огромное и вам в том числе. Безусловно, Республика Крым развивается. Мы строим наше будущее, мы развиваем и обогащаем нашу культуру, и мы всегда рады взаимодействовать с друзьями на международной арене. И, безусловно, Дни крымско-татарской культуры, которые прошли в Анкаре, стали этому таким непререкаемым свидетельством. А сейчас уже вышеанонсированный сюрприз для наших телезрителей. Лауреат первых премий международных и республиканских конкурсов Руслан Черчир исполнит для вас музыкальную композицию.